Ты у меня золотце. Но не бандит. Настоящий бандит. Лети. Голубь закрой. Сейчас вот покажу улицу, как она выглядит. Наш малышок, самый лучший малышок в мире. Вот вы что добавляете? Вот напишите в комментариях. Я уверен, многие хозяйки это делают. Да? Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы опять на кухне. И я готовлю обед. Значит, здесь суп варится у меня, мясо, ребрышки. А на второй хочу приготовить курицу с картошкой. И это все буду запекать в духовке. В пакете или где? Нет, не в пакете. А, на противне? На противне будем запекать это все. А я что-то подумал, что в пакете. А, на противне просто. Ой, ну это должно быть вкусно, да. Короче говоря, здравствуйте, друзья, товарищи. Да, обед, комплексный обед, так называемый. Ну, суп уже не стали снимать. А что там, ну, ребра свиные и картошка, и что там, борщ туда оставишь или ничего? Борщ не буду ставить, буду сегодня делать солянку. А, солянку. Ну, это уже не стали снимать. А вот второе меня заинтересовало, и я хочу попробовать, ну, поснимать там, что Маша будет ложить вот в это блюдо. Сейчас вот немножко поснимаю. Так, значит, взяла голень, куриную голень. Голень посолю немного. Так, потом перец. Добавлю так же, как и всегда. У нас очень все просто. Я так-то люблю бедро больше, когда вот готовим бедро, почему-то люблю больше. А Маша голень. Вот Ну, сегодня взяла голень. Сегодня голень будем, значит, ждать. Значит, приправу для курицы взяла. С приправой, друзья, мы тоже не очень перебарщиваем, просто сильно, когда тоже не очень любим приправы эти. Так, приправой. И немножко паприку еще добавлю. Да. Ну, примерно вот так, немножечко. Так, все. Так, это значит все я перекладываю в эту миску, глубокую миску. Так как будем наливать кефир сюда тоже. Картошку. Так, значит, режем лук. Ну, забегу немножко вперед. Значит, маринад будет у нас на кефире, да ведь? Да. На кефире. Вот. Я знаю, что когда грудки готовят, тоже это самое, кефиры держат, и получается, грудка же она сухая, так ведь. А так получается она очень сочная. А так она немножко, друзья, засвечивает, но ничего. Лицо Маши видно, руки Маши видны. Рабочий стол, где нарезка делается, тоже видно. Значит, все нормально. Вот так. Так. Лук, значит, положили. Так, это размешаем вместе с луком. И картошку. Картошка это крупная, наверное. Так, нарежу. А эти остальные, наверное, кругляшками и поставлю. Не буду. Не, вдоль разрезай. Вдоль. Да? Слишком крупно. Но это не крупная картошка, да. Но все равно вдоль. Это же не будет, ну, как бы, оно будет там в покое и не будет это самое крошиться.
хоть даже переприготовится. Конечно, картошка быстрее приготовится, чем курица, но зато из-за того, что там же не мешаем мы это все, и все нормально будет. Ну вот. Так, значит, еще я посолю немножко, так как у нас сверху картошка. Картошку я еще посолю. Так, все размешаю руками. Чтобы все ингредиенты соединились между собой. Ну, соединяться, ну, перец, ну, приправы, да, лук, да, это самое. Картошка, она не может. А растительного масла не надо случайно сюда? А, не Растительное масло уже это пойдет на противень. на противень, да. Да. Еще. Добавляем перца. Не перца, приправы еще, да? Да. Вот. Так, потом нальем сейчас кефира. Это все красивая смесь заливается кефиром. И перемешивать надо, но потом, не знаю, добавить надо будет или нет. Вот стаканчик налили, а потом уже будем смотреть. Ну и пусть постоит часик. Стаканчика нормально будет, да? Да, Ну-ка. стаканчика нормально. Больше и не надо. Все. Все? Теперь Готово. надо, сейчас я суфлером поработаю тоже. Теперь надо этому где-то отстояться полчаса. Ну, максимум. Можно и, конечно, побольше, но мы будем держать полчаса. И потом уже будет Маша рассказывать на противень, я так понял. Я думал, это самый пакет, а оказывается на противень надо. Да, все на противне и сделаем. Вроде бы соль нормально хватает. Ты у меня золотце. Все, руки помою. Это она руки помоет, а говорит, что а на самом деле сейчас подойдет ко мне, в щечку поцелует. Не изморжукай меня, главное, этим рукам. Духовку включаю на 220. Там надо, наверное, сразу противень вытащить, нет? Потому что он нагреваться будет. Он не нужен, этот противень. А решетка-то пускай. Ну, короче, друзья, немножко промариновалось наше это все. И все выкладываем на противень. Подбираем по размеру, какой нам нужно. Обильно смазываем маслом. Прямо таки Маша выливает это все дело. Как раз в аккурат, да? Противень как раз у нас в аккурат получилось делать. Угу. И через полчаса проварим там, как приготовилось. Думаю, так, наверное. Полчаса хватит для проверки, а потом уже... Ну вот. Закрывать ничем не надо, да? Нет. Готово. Все готово. Нагреется духовка и духовку потом на час. Ну что, духовочка согрелась у нас. И сейчас мы отправляем наш обед, наше второе в духовочку.
Где-то на время будет где-то на час ориентировочно, но через полчаса будем смотреть, как там все это будет, как сейчас там будет готовиться. И может даже придется закрыть, если слишком будет, картошка не приготовится, а не успеет приготовиться. Успеет приготовиться, а если курица не успеет. Но мы на 180 поставили градусов. Да, я потом уговорил Машу. Я говорю, поставь на 180. Опять Маша недовольная. И на самом деле очень довольная, улыбчивая. Настроение есть. Все хорошо. Ну что, ждем полчаса? Да. Полет нормальный. Лети. Голубь закрылый. Друзья, одновременно у нас приготовилась и суп. Вот как Машенька сумела, как тютелька в тютельку выстрелить. Смотрите. И суп одно и то же время готов. Выключила. И ровно час прошел у нас картошка с курицей. И сейчас будет доставать. И такой деревенский обед у нас. Напомню, держали на 180 градусов. Это самое, час. О, прекрасно. Сейчас я покажу поближе, друзья. Вот смотрите, друзья, какая красота. А какой аромат стоит. Невероятно вкусный. И солянка там готовая, и здесь курицей, да, с картошкой пахнет. Лучок, там приправы всякие. Шедеврально, Мария. Ну что, пообедаем? Ну да, конечно, пообедаем. А вы знаете, вот пока мы снимали это видео на улице, у нас рано темнеет, уже почти 2 вечер. часа. Да? 2 часа, и вот сейчас вот покажу улицу, как она выглядит. О, на камеру светло. Но это уже, считайте, вот сумерки такие. Видите уже там. Морозно на улице, красота, конечно. На сумерки. 3 час. Да. Но сейчас же день уже подлиннее стал. О, Малыш. тебе тоже вкусняшку надо, да? Малышок. Наш малышок, самый лучший малышок в мире. Малыш. Кто-то, друзья, извиняюсь, конечно, кто забывает, там комментариев же много, и говорит, при готовке показывайте улицу, но иногда темно там, как ты покажешь улицу? Вот сейчас более-менее так еще, сумраки, но потому что сегодня безоблачно, и даже можно так сказать, это для нас очень светло еще, Маша, давай. Красиво на улице. Вот этот бандит меня постоянно грызет вот мою палочку волшебную. Чем я что-то предметы достаю, да, что. И постоянно, вот. Там пипетка такая, вот он ее достает, эту пипетку, потом играется с ней. Но не бандит. Настоящий бандит. Ты там довольная? Вообще довольный. Вообще довольный. Товар, чизре. Главное, стоит на... Пушкадис. Все, достал. Вот он знает, что это будет кусать, там ему достанется игрушка. Под колеса закатилась. Ох ты, курица с пылу с жару. Я, ребята, только второе буду сегодня кушать. Первое, что-то уже, наверное, после... Если я сейчас первое съем, эту вкусняшку у меня не влезет. Потому что я не работаю, да, не очень энергии тратится. Ну, вот тут сок такой. Сейчас мне Маша еще туда свеклу немножко добавит.
Видите, сколько сока, мясного сока и вместе с кефиром. Вкусняшка. А Маша себе первое наливает. Солянка. Ну, там простейший суп, как говорится. Это уже не стали снимать там с ребрышками. Просто ребрышки, свежие замороженные ребрышки свиные. И соляночка там. Вот, а я второе. И вообще очень аппетитно выглядит, и вообще аппетит. Я и сказал, что если я буду, ну, так сказать, я если первое съем, мне просто не влезет это второе. Ну, что, пробуй картошечку. Попробую, да. Попробуй. Крутится. Одной рукой тяжело. Я мясо сразу попробую. Не, нормально. Соль Хватает. хватает. Картошка. Вот так макаешь этот мясной сок. Очень вкусно, друзья. Вкусно. Ну и хорошо. Что получилось? Вообще вкусно. Солью угадали. Так, вкусно. Я супчик. А как тебе солянка? Мне солянка нравится. Ну, солянка как солянка. Она не может быть невкусной. Как говорится, мы дальше обедать. Вот. Немножко опять я показал, что какими вкусняшками угощает меня Маша. Может, кто-то возьмет на вооружение, просто очень тоже вот принцип, все простое, это все очень вкусно. Картошка с курицей и в маринаде в кефире, это не может быть невкусной. И солянка-то тоже деревенская простая еда. Вот так. Делайте, готовьте. И тоже вот делитесь с нами в комментариях, как бы вы там что-то. Конечно же, сюда вот эту картошку и курицу можно добавить там очень много еще что. Вот вы что добавляете? Вот напишите в комментариях. Я говорю, многие хозяйки это делают, да ведь? Вот. Зелень можно. У нас пока зелени нету сейчас. А, зелень нету. В морозильнике зелень В морозильнике была. есть Но все, и почему-то петрушка, и укроп, и зеленый лук, все есть, все есть. Все есть, просто, ну как-то вот не очень привыкли к этой зелени, да ведь? Ну да. Вот. Но зелень, она, когда украшает это блюдо. Я не знаю даже вкус. Но зеленый лук вкус-то, конечно, дает, и укроп дает. Я не знаю, петрушка, какой вкус у петрушки. Я не понимаю это. Ну, кто пробует, то знает. Ладно, друзья. Кто любит. Оценку ставлю за обед Маше 5. Вот, очень вкусно вообще. Ну все, вот такое опять видео с готовкой с нашей кухни получилось. А я дальше обедать, и Маша обедать. Всем пока. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Пока.